Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 11 по 17 мая 2020 года для львов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Это у нас основные события, и главное из них туз мечей. Карта говорит о том, что у вас появляются какие-то возможности исправить ситуацию, начать что-то новое, воспользоваться каким-то случаем, может появиться поддержка, может появиться какая-то новая идея. В общем, карта, которая говорит о том, что вы готовы начинать что-то, у вас есть силы, есть решимость. Эта карта очень часто связана с взятием на себя каких-то обязательств, заключением брака, с беременностью. Карта, когда мы начинаем новое дело какое-то. Причем здесь все может произойти довольно-таки неожиданно и быстро. Карты мечей, они всегда очень быстрые, скорые. Если не успеть воспользоваться этим случаем, который приходит для какого-то начала, начинания, да, то он может очень быстро улетучиться. Посмотрим, где же мы хотим себя попробовать на этой неделе. Так, шестерка пиковая. Что-то связано с работой, с профессией. Может быть, это новая какая-то должность, повышение, а может быть, это какое-то обучение, да, может быть, новый диплом вам нужен или, может быть, еще одно образование. Также карта может говорить о том, что вы хотите взять на себя какую-то главную роль, или, может быть, это создание бизнеса, когда вы один в нем, когда вы в первую роль на себя берете. Также карта хорошая для рекламы, когда мы знаем уже чего хотим, да, и можем как-то себя здесь рекламировать для продвижения каких-то важных наших целей. Кстати, новая цель может появиться тоже, победа в суде может быть. А если говорить о покупках, да, то здесь тоже по этой карте может быть прийти решение что-то купить очень важное, статусное, да, или может быть даже часы кто-то будет покупать, может быть кто-то решит купить недвижимость какую-то старую, да, то есть это вторичный какой-то рынок, даже не просто вторичный, это действительно недвижимость со своей историей с какой-то, либо продажа, допустим, недвижимости. В общем, карта такая очень интересная. Скорее всего, здесь быстро все не будет продвигаться, то есть вы решение примете быстро, но работать потом по этой теме придется какое-то время, да, то есть время на это придется потратить. Какие еще события будут происходить? Шестерка жезлов, карта победы, карта успеха, наших достижений, которые мы не только сами получаем, но нам помогают здесь близкие люди, коллектив, окружение и так далее. То есть, да, мы здесь очень гордимся собой. Какие же здесь могут быть у нас достижения? Шестерка жезлов, карта, которая может говорить о каких-то победах, связанных с бизнесом. Допустим, если у вас такой небольшой какой-то бизнес, то может быть об этом речь. Кроме того, здесь может быть какая-то победа, может быть, там ставки, допустим, вы делали на что-то и выиграли. Может быть, здесь какое-то назначение на должность, да, доведение какого-то любого проекта до результата. В отношениях тоже может быть. Кстати, очень часто в отношениях эта карта показывает гражданский брак. То есть это, вы вместе все равно живете, но это неофициально. Что еще тут может быть? Вообще карта очень такая счастливая, когда мы чувствуем себя на высоте, у нас прям в душе праздник, все нас любят, мы тоже всех любим. Карта, знаете, ухаживаний, карта, когда мы можем куда-то выехать там на природу, турбаза, парк, еще что-то такое, да, в общем, очень такое приятное времяпровождение. Давайте посмотрим теперь, где у нас больше победы будут.
шестерка бубновая говорит о том, что это вот просто удача, которая абсолютно любой сферы жизни может касаться. Теперь вот тройка пентаклей. Карта говорит о том, что мы какие-то первые результаты на этой неделе получаем от каких-то новых начинаний. Тройка пентаклей – это у нас все, что касается того, как мы себя подаем, как мы себя представляем, что о нас говорят. Это карта такой активности, знаете, активности в зарабатывании денег, активности в том, чтобы там получить какие-то нужные практические навыки, активность в том, чтобы показать свое лицо, как-то красиво одеться, может быть, изменить там прическу, внешность, макияж, одежду, стиль, имидж и так далее. Даже, кстати, заняться спортом и то, может быть, если раньше, допустим, не занимались, то вот теперь вдруг придет на этой неделе такое вот желание. Ну и также карта такой победы, знаете, когда вот есть какая-то конкуренция, а вы выходите на первое место. То есть вот здесь вот еще это может и денежно как-то вас порадовать. Что еще может быть? Состояние, знаете, решимости такой. Может быть, вы как-то поменяли свой способ мышления или поменяли вот процесс сам, как вы зарабатываете там деньги, допустим, либо как вы организуете свою работу, и вот уже первые результаты у вас тут получены. Очень приятная карта. Ну, тем более, что эта карта предполагает дальнейший рост, то есть это только начало. А теперь еще одна карта Пентаклей денежная говорит, ну, рыцарь Пентаклей говорит о том, что здесь прям у вас много энергии, такое сильное желание зарабатывать. То есть для вас это как дело чести, да, заработать денег, как-то продвинуться, удержаться на плаву, не просто даже удержаться, а достичь каких-то новых вершин. Вот карта говорит о том, что вы готовы для этого много трудиться, вы готовы для этого там развиваться и так далее, лишь бы только вот все у вас было в порядке с деньгами, стабильно, чтобы вы чувствовали себя защищенно, чтобы ваша семья чувствовала себя защищенно. Но и в то же время вы хотите все-таки новых достижений, хотя не готовы к этому прям как-то очень быстро идти. Да? То есть вы готовы потрудиться, вложиться. Что еще может быть по рыцарю Пентаклей? Так, рыцарь Пентаклей. Ну, здесь больше у нас связано все-таки с деньгами. Рыцарь Пентаклей. Ну, может быть, желание что-то купить такое дорогое, да, что-то, что будет радовать. Но опять же, вот мы говорили здесь там про одежду и про все такое прочее, да, вот может быть желание потратиться вот именно на то, чтобы хорошо выглядеть, желание потратиться на то, чтобы как бы о нас говорили хорошо, то есть это как реклама какая-то хорошая. В общем, здесь вот такого рода может быть. Кстати, могут быть союзники какие-то, новые люди, может, появляются, поддержка какая-то, союзники, люди, которые нас защищают. Так, теперь посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что сложно, может быть, половина недели точно здесь нет возможности для знакомства, а вот вторая половина недели вполне возможно. Самое главное тут, знаете, вот есть такая опасность, что вы познакомитесь с человеком, который вас впоследствии обманет. Вот нужно как-то осторожно быть очень, то есть не нужно спешить развивать отношения, говорить о себе лишнее. Для тех, кто в паре, восьмерка червовая, карта говорит о том, что у вас, в принципе, все ладится, да, у вас есть забота близкого человека о вас. В общем, здесь какие-то домашние обязанности, забота о детях, у кого они есть, может быть, что-то связано там с недвижимостью, ремонт, уборка, может быть, для кого-то даже это и решение вопроса с жильем.
Также карта говорит о том, что, может быть, что-то будете покупать для кухни, может быть, посуда, да, или, может быть, кстати, по этой карте очень часто находится что-то потерянное, да, может быть, вы вместе, допустим, что-то искали, и вот найдете обязательно. Также карта говорит о том, что, может быть, неплохо было бы позаботиться о желудочно-кишечном тракте. Тут очень важно питание, которое будет на этой неделе, очень важно, чтобы как бы не было сбоев именно с этой сферой здоровья, да, то есть позаботиться об этом. Давайте для тех посмотрим, кто в ссоре. Карта говорит о том, что ссора заканчивается, есть возможность примирения, есть возможность прояснения ситуации, и будете, кстати, вы этому очень рады оба. Для тех, кто в поиске работы, работу сначала посмотрим, да, для тех, кто в поиске работы, наконец заканчивается вот этот ваш период, когда у вас нет работы, и, знаете, это как-то больше энергетическое такое состояние, да, когда вот в плане обстоятельств уже это все произошло, а в жизни не проявилось, да, то есть, может быть, на этой неделе еще даже не найдете работу, но она уже у вас есть, то есть, как бы в плане, в пространстве вариантов, скажем так. В любом случае, у вас здесь уже улучшение намечается. Для тех, кто работает, карта говорит о том, что будет очень много дел, будет много активности, новых каких-то планов. Нужно будет все организовывать, нужно будет как-то очень быстро двигаться, брать на себя ответственность. Но также карта говорит о том, что, может быть, даже для кого-то это повышение будет. Какой-то, может быть, и в зарплате тоже повышение. Может быть, это какой-то новый проект вам доверят. Но, знаете, очень хорошо то, что это вас радует, вам нравится то, чем вы занимаетесь. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что вы, скорее всего, будете заниматься организацией процесса рабочего. И, скорее всего, там будет не все так гладко. Может быть, будут проблемы с коллективом, с тем, что они там, может, не выполняют инструкции или еще что-то такое. Карта говорит о том, что вы можете как-то себя неправильно повести, как-то, может быть, очень резко с людьми, да, осторожнее нужно быть, потому что, ну, как бы разрушить все легко, да, а потом все это создавать очень сложно. Ну и вообще карта может быть работы в команде, да, когда мы не только на себя рассчитываем, но и на других людей. Нужно избегать раздражения, усталости, вовремя отдыхать и так далее. Теперь у нас финансы для тех, кто на зарплате, семерка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, придет информация о зарплате, либо вы будете, может быть, оплачивать счета, допустим, придет, может быть, зарплата, да, и вы сразу это все потратите на оплату каких-то счетов. Может быть, будете оплачивать какие-то документы, да, вот те, которые у нас обычно требуют оплаты, там какие-то, может быть, доверенности или еще что-то такое. Также, может быть, придет известие о деньгах по почте вам, может быть, на карту переведут деньги. Для тех, кто своим делом занимается, карта говорит о том, что в этой сфере у вас перемены, очень хорошее время для того, чтобы совершать какие-то крупные сделки, особенно с зарубежными партнерами или с теми людьми, которые, ну, там, не в вашем городе, не в вашем регионе живут. Также карта, когда у вас, в общем, знаете, когда появляются новые знакомые, новые партнеры, новые клиенты, и это приносит деньги. Совет. Совет дама червовая. Карта говорит о том, что нужно готовиться к переменам. Нужно ждать каких-то новостей. Скорее всего, они вас удивят, но у вас тут все меняется к лучшему. Совет, знаете, не отвергать то новое, что приходит в вашу жизнь. Может быть, даже новый человек появляется в вашей семье, да, может быть, какие-то новые знакомые, которых вы приближаете к себе, и вот это как-то лучшим образом, наилучшим образом повлияет на вашу жизнь. Ну и вообще любые перемены приветствуются. Перемены для вас, перемены для ваших близких. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!